Всем привет! Меня зовут Агнес. Привет, я Наталья. Сегодня мы хотим вас познакомить с возможностями машинки Sizzix. Что это вообще за машинка такая? Этой машинкой можно вырезать, можно делать текстуру на бумаге. Резать этой машинкой можно все материалы. Сегодня мы хотим показать, как можно украсить текстильные сумки при помощи этой машинки. Для этого нам понадобятся ножи Sizzix. А что это? Нож. Нож, которым что режут? Вот некоторые, например, люди, они вообще даже не знают, что это такое. Ножи, они бывают разные. Сегодня мы будем использовать толстые ножи. Вот если вы видите, это такой вспененный материал, между этим вспененным материалом находится лезвие. И вот этот толстый нож режет абсолютно все. То есть можно очень плотный картон вырезать, можно кожу вырезать, бумагу, естественно, и текстиль. Начнем, Наташа. Нам потребуются старые джинсы. Мы еще будем использовать ткань на клеевой основе, которую просто проглаживаешь, и она фиксируется на ткани. Машинка Sizzix, фурнитура, пуговицы, в общем-то, утюг. И это все. Что мы будем делать? Мы берем старые джинсы, которые не нужно, да? Да, старые джинсы. И я уже вырезала, скажем, кусочки так, чтобы по платформе проходил этот кусочек и помещался на нож. Одним ножом мы вырезаем только один элемент. Разнообразие очень большое. Их можно комбинировать, украшать, дизайн делать открыткам, альбомом. Сейчас мы возьмем нож. Вот я уже показала вам этот большой нож. Нам потребуется 2 пластины. Сначала ставим одну пластину, ставим нож. На нее мы ставим уже заготовленный старый джинсовый кусочек. И сверху ставим пластиночку. И нам только теперь потребуется прокрутить через машинку. Мы придерживаем пластинку. Такой у нас получался сэндвич, так называемый. Пластина, нож, пластина. Между ними ткань. Не пугайтесь, что на поверхности будут отпечатываться контуры ножа. Через какое-то время просто его надо будет заменить. Вот мы прорезали, и у нас уже готовые цветочки. Я слышала, что производители еще советуют один раз, и чтобы уже точно все вырезалось, 3 раза. Да. Туда-сюда, туда-сюда. Когда мы вырезаем тонкий материал, скажем, как бумага или тонкую ткань, то мы прокручиваем 1 раз. Но чем плотнее материал, производитель рекомендует прорезать его несколько раз. То есть это значит вернуть обратно и еще раз прорезать, и тогда только вырубку доставать. Так, начинаем вырезать цветочки. Мы достаточно нарезали цветов разных оттенков. И мы теперь эту машинку можем убрать и начнем декорировать сумки. Наверное, в каждом доме есть вещи, которые утратили свою актуальность. Ну и можно из них что-то сделать. Из старых джинсов сшить сумку, как вот мы и сделали, и использовать их, дать им вторую жизнь. Ну вот расскажи мне, пожалуйста, какая очередность? Что мы сначала делаем цветы, а потом уже приклеиваем эти, или наоборот? Как мы будем? Сначала мы просто выставляем на нашу сумку цветы и наши вырубки. Создаем узор, да? Да, создаем узор. Пока ничего не приклеиваем. Причем способы приклеивания тоже разные бывают. Мы можем это пришить при помощи, скажем, обыкновенной иголки, нитки. Можно использовать клеевой пистолет. А можно использовать, скажем, фурнитуру, которая также продается в магазинах. Это, по-моему, называется брац. Да, это такой гвоздик с 2 лапками, которые мы проткнем через ткань, и на обратной стороне мы просто расставим лапки в разные стороны. Это самый быстрый вариант, там даже не потребуется тогда иголка, нитка. Ну что, давай начнем, Наташа, теперь. Я думаю, это хорошо, если дети делают, что им с иголкой многие маленькие не умеют шить. Если горячий клеевой пистолет тоже там нужно возиться, то это для детей вообще идеально. Проткнул, да. И все. Да, здорово. Детям это идеально, и в том случае, что они хотят быстрый результат, это как раз для детей. Ну и для взрослых тоже, в общем-то, когда нет времени. Вообще в этом сезоне очень джинс популярен, я слышала. Так что наши сумки будут очень даже в тему. А у тебя такие красивые бусы, это тоже делала сама? Это тоже, да, это тоже из старого джинса. То есть использовать, не выбрасывайте. Джинс очень хороший материал для творчества. Ну вот, мы выложили наш рисунок. И теперь нам надо
зафиксировать эти цветы на поверхности сумки. Вначале мы берем с маленького цветочка, по центру делаем дырку при помощи шила и протыкаем так каждый цветочек. Затем берем брац и начинаем с маленького цветочка. Одеваем маленький цветочек, потом по размеру второй цветочек и самый большой цветочек. Теперь находим место на сумке, где мы хотим зафиксировать цветок. Также при помощи шила протыкаем. Берем цветок, вставляем нашу дырочку в отверстие. На обратной стороне у нас две лапки. Эти лапки нужно раздвинуть в разные стороны. Ну вот, мы закрепили последний цветочек на нашей сумке и переходим к клеевым тканям. Абсолютно так простая методика, то есть как наклейку снимаем, с обратной стороны бумажка. Ткань тонкая, и чтобы она у вас не деформировалась, вы сразу уголок приложите к поверхности сумки и постепенно, снимая бумажку, приклеиваем бабочку. После того, как мы ее зафиксировали на сумке, ее надо с обратной стороны хорошенько прогладить, чтобы текстильный клей приклеил наш узор. Наташа, у тебя как дела? Я приклеила вот клеевые цветочки, клеевые, которые теперь мне надо их пришить. Можно на клей, на горячий. Ну, для надежности, наверное, лучше. Для надежности лучше, да, я их лучше пришью, чтобы уже точно не оторвалось. Ну вот, Наташа пришила последний цветочек. Да. И вот такие очаровательные сумки у нас получились. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал Хустья Хобби. Задавайте свои вопросы, пишите комментарии. Всего доброго. До свидания. Всем творческих успехов. Пока-пока.